Кайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып Астана қаласы техникалық реттеу және метрология комитеті департаментінің 2025 жылдың 10 айындағы жұмыс қорытындылары туралы. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Айменов Рустем Ханатович, Астана қаласы бойынша техникалық реттеу және метрология комитеті департаментінің басшысы. Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем пресс-конференцию службы коммуникации города Астаны. Тема сегодняшнего брифинга – об итогах работы Департамента комитета технического регулирования и метрологии города Астана за 10 месяцев 2025 года. Уважаемые зрители, вы можете задать интересующие вопросы в социальной сети. Құрметті көрермен, біз баспасөз конференциясын бастаймыз. Біздің спикерге тікелей эфирде сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Ендеше Рустем Ханатович, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Рахмет. Добрый день, уважаемые коллеги и гости столицы. По итогам 10 месяцев департаментом по городу Астана проведено 28 неплановых проверок, 8 профилактического контроля с посещением. Также сотрудниками департамента приняли участие в 36 совместных проверках с прокуратурой. По установленным фактам нарушения департаментом составили 233 административных протоколов. Наложены штрафы на общую сумму 74,2 миллиона тенге. В целях своевременного пресечения и недопущения нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта, согласно статьи 144 прим. 1 предпринимательского кодекса, выдано 222 рекомендации об устранении нарушения, а именно в сфере аккредитации 12, по метрологии 14, в сфере технического регулирования 103 и по ювелирным изделиям 93. Необходимо отметить, что по результатам установленных нарушений отменены более 1000 документов об оценке соответствия. Согласно статье 44 Закона Республики Казахстан о техническом регулировании, департаментом проведено 12 контрольных закупов продукции по обращению физ- и юрлиц в целях определения их соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. Из них установлено нарушение по 5 продукциям по техническим регламентам. В целях снижения административной нагрузки департаментом проведена разъяснительная работа более 1196 субъектов контроля и надзора, где было 310 аккредитация, 281 это метрология, 410 техрегулирование и 195 это у нас по линии ювелирки. По соблюдению требований законодательства в сфере технического регулирования в области обеспечения единства измерений, в области аккредитации и оценки соответствия, в сфере реализации изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также в сфере, также департамента проводятся круглые столы, семинары, встречи на различных площадках. Осуществляется публикация средств массовой информации о проделанной и проводимой работе, касающейся соблюдения требований отраслевых законов Республики Казахстан и нормативно-правовых актов. Кроме того, в текущем году 8 октября проведено заседание ситуационного штаба на площадке Акимата города Астаны с участием государственных органов, осуществляющих государственный контроль. Основной целью ситуационного штаба является выработка предложений и рекомендаций по вопросам защиты внутреннего рынка. По результатам проведения было внесено предложение об утверждении плана работы ситуационного штаба на следующий год. По фактам несоблюдения вышеуказанных норм закона Республики Казахстан о техническом регулировании, об аккредитации в области оценки соответствия, об обеспечении единства измерения, о драгметаллах и драгоценных камнях, следует обратиться в наш департамент, который расположен по адресу город Астана, улица Шар-де-Голля 1А, либо направить письменное обращение в департамент через электронную платформу Еутаныш. Спасибо за внимание. Тұшымды ақпарат бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермендер, біз келесі кезекте сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Уважаемые зрители, мы переходим к сессии вопрос и ответа. Первый вопрос. Скажите, что такое техническое регулирование? Техническое регулирование – это правовое регулирование отношений в области установления и применения и исполнения обязательных требований к продукции и связано с требованием к продукции, с процессом проектирования, производства, строительства, монтаж, наладка, эксплуатация, хранение, перевозка, реализация
и утилизация, а также в области оценки соответствия. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Какие обязанности у должностного лица, осуществляющего государственный контроль и надзор в области технического регулирования? Ну, в первую очередь, это мы, как я ранее в докладе указывал, это должностные лица в первую очередь должны разъяснением заниматься по всем нашим 4 отраслевым законам. Если в случае исполняя служебный долг, соблюдать коммерческую и иную тайну. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Что является основанием для проведения контрольного закупа? В первую очередь основанием для контрольного закупа это у нас идет обращение физических и либо государственных органов, где идет несоответствие продукции в отношении технических регламентов. Спасибо за ответ. Құрметті Рустем Ханатович, уақыт бөліп Астана коммуникациялар қызметінің алаңына келгеніңіз үшін алғыс білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше. Сау болыңыз.